В этом вагончике семья 36-летний Марал проживает 8-й год. Они купили его для временного проживания. Установив на земельном участке, семья строила бы свой дом мечты. Но планы рухнули. Сын попал в аварию. Перенес 3 операции. Деньги, взятые в кредит для покупки участка, ушли на восстановление здоровья сына. Взяли в кредит 400 тысяч сомов в 2 микрокредитных компаниях, чтобы купить земельный участок и начать строить дом. Не успели мы присмотреть клочок земли, как случилась первая беда. Моего сына сбила машина. Водителю 18 лет было. Плакал, просил написать встречное заявление, чтобы на него не возбуждали уголовное дело. Обещал помогать. Я не хотела ломать ему жизнь. Написала встречное заявление. После этого он пропал. Один вагончик на 7 человек. У Марал 5 детей. Старшие сыновья от первого брака. Позади развод и долговая яма, от которой выбраться почти невозможно. Ее муж работает на рынке. Заработанных денег едва хватает на погашение кредита. А на плечах еще детки-погодки. Жизнь с первым мужем не сложилась. Мы с ним сначала поехали на заработки в Россию. Я работала в ночную смену, он в дневную. Он начал меня избивать за то, что после ночной смены не прихожу ему помогать убирать территорию. Он работал дворником. В перерыве между своей и его работой требовал приготовить ему манты, а за непослушание избивал. После очередных побоев решила уехать домой в Кыргызстан, чтобы потом родные не мучились, как доставить мое тело грузом 200 на родину. Вагон установили на муниципальной земле, отведенной для строительства детсада, но это временно. Ты живешь в вагоне, у тебя даже дома нет. Не умничай. Мой сын слышит это каждый день от приятелей, когда пытается сказать, что кто-то нарушил правила игры. Достается и младшим тоже. Я стараюсь их успокоить, а ночами плачу от безысходности. Марал торговала зимой сухофруктами, летом фруктами на улице возле Ортосайского рынка. Но после рождения дочери все изменилось. 15-летний сын успокаивает маму и обещает, что заработает на участок и строительство дома. Женщина обращалась в соцзащиту за пособием детям, но ей ответили, что у мужа в селе есть участок и поэтому пособие им не положено. Марал просит о помощи неравнодушных граждан. Помочь семье можно, перечислив средства на реквизиты. Банк Кыргызстан 41 77 49 01 48 73 79 03. Элкарт 94 17 01 85 41 50 06 33. Элсом 0705 59 21 31. Мбанк 0705 59 21 31. Азамат Кенжешев, Алтынбек Саакеев, Нью ТВ.